Одна сигарета за другой. Они не замечают, как взгляды периодически застывают на той стороне реки. В минуты абсолютной тишины слышно, как течет Гумиста. Сегодня она удивительно спокойная. Оглядываясь по сторонам, ветераны замечают, русло реки довольно сильно изменилось. Вода унесла большую часть опорной стены и блиндажи, в которых они прятались от массированного обстрела врага. Мне кажется, что мы выполнили поставленную задачу. Во-первых, был проверен моральный дух нашего солдата. Он был высок. Было много недоработок, но в будущем это было учтено. Наш батальон где-то сутки мы здесь пробыли на территории противника. Когда говорят, что ничего не было сделано, почему нет? Ведь в городе практически не осталось врага. Враг был сломлен. Как бы не было плохо у нас, у них было еще хуже. Я вспоминаю, прежде всего, тех, кого нет с нами. 16 марта практически на моих глазах погиб очень известный историк Виталий Будбай. Уникальный человек. Здесь погибли братья, двоюродные братья, совсем мальчишки, братья Дзяпщипа, очень близкая мне семья, Мика и Кысик. Вот. Там был мальчишка, я помню только его по имени, Али, чеченец, тоже ему было лет 18-19. Зурик, короткий, его мы звали фамилию, сейчас не помню. То есть погибло, к сожалению, много ребят. Конечно же о них, конечно же больно, что они не дожили до этого дня. 25 лет назад была ясная солнечная погода. Вот только холод был ужасный, вспоминают участники мартовского наступления. Пронизывающий ветер пробирал до костей. Но ребята прыгали в воду, переходили реку, ведь впереди был захваченный врагом Сухум. Но нас не остановило ни ветер, ни холод. Мы хотели в Сухум попасть раньше кого-либо. Более того, мы их напугали, я это точно знаю, с их слов. 20 числа был на мосту, на переговорах с ними, чтобы погибших забрать. И они попытались сдаться нам. То есть моральный дух был подавлен у них. И возможность, что в следующий раз мы будем в Сухуме, их перейдем, и они поняли об этом. И пытались сдаться. Значит, был батальон из Дранды, и возглавлял его учитель. Фамилию тоже помню, но она не нужна сейчас. Попросился сдаться. Мы подготовили, Багратович подготовил там переход, подготовили автобусы и людей со знанием грузинского и мигрейского языка. Мы хотели перейти в их окопы и без боя сидеть в их окопах, ждать следующую их смену. Вот такая была задача. Первый, который начал переходить, сдаваться, с их стороны кто-то его подстрелил. Мы выполнили свою задачу. Да, были у нас потери, война без потерь не бывает. Гумиста рождает героев, говорят это всегда. Пусть не будет войны, пусть будет то, что радует нас и наших матерей. Руслану Гривапш, самому младшему из 4 братьев, едва исполнилось 19. К мартовскому наступлению у него уже был хоть и совсем небольшой, но все же военный опыт. Вместе с друзьями он прошел обучение и подготовку у артиллеристов. За спиной у Руслана также был плен. Он вместе с 35 ребятами попал к грузинам в самый первый день войны. 22 дня у врага. Руслана и остальных ребят обменяли, и он пошел на фронт, туда, где уже воевали 2 его родных брата. У меня был миномет 82-миллиметровый «Василек». И прикрывал отход ребят. Как раз ребята находились на противоположной стороне берега, прятались за бруствером. И там идет дамба, на углу дамбы стоял Белый дом. С этого дома постоянно снайпер работал. И не давал отойти от бруствера, чтобы они перешли на нашу сторону. Была поставлена задача погасить снайпер. Во время обстрела с миномета в сектор обстрела попал танк их, вошел. Просто мы увидели дымы от танка и начали беглым огнем вести огонь. И по чистой случайности попал ему в моторный отсек, он выехал на дамбу, развернулся и заглох. К несчастью, которые у нас на войне погибли, во время войны молодые ребята, 15-16 лет, они что такое задний ход не знали, они были горячие. Им автомат в руки дали, они думали, что это гаубица, здесь стрельнул, там убил, а на самом деле это было не так. Мы которые в армии служили, которые знали, как себя сохранить, спрятаться от пули, дуры. Пуля дура, она никого не выбирает. Вот они горячие ребята на все шли. Вперед они шли.
Своих позиций бойцы не сдали, хоть понесли большие потери. Страха не было, говорят. То ли враг оказался трусливый, то ли желание освободить родину было слишком сильным. Но они не отступили. Все было обговорено, что они спокойно переправляются. Кто чем занимался, тем занимается. Моя задача. Они прошли, потом уже кто остался, мы должны были пройти. Просто я работал над теми, кто работал против них. Моя задача была работа снайпера. Прикрывать, короче. Одним словом, вот тут сидело 300 человек, и обстрел шел полностью. Там мины. Подорвались ребята, очень много погибло там. Бойцы первого мотострелкового батальона Гуместинского фронта были у врага как кость в горле. То они среди ночи устраивали светошумовые нападения, заставая грузин врасплох, то наносили ощутимый урон вражеской технике. Продумали, мы взяли зеркала на нижней санатории Шира, порезали зеркала, поставили миномет, противотанковую мину разрубили, она не взрывается так. И ее поджигаете, она горит ярким светом и потом тухнет. Мы вот обрусили по всей территории, там штук 10 мест поставили, зеркала направили на их сторону и по команде, по-моему, в 3 часа ночи подожгли это и положили за отбух. И получился эффект того, что с нашей стороны как будто прожектора светят. Они, конечно, не поняли это, но мы просто как бы проверить их пошли. Ну, а потом, правда, дало эффект, в течение часа их вся техника завелась и уехала. Вот здесь у них дзот был под танк. Мы всю ночь копали, рыли, чтобы наш танк, пятерка наш танк подъехал и мог прострелять. Вот там дом был разрушенный. Мы всю ночь копали экскаваторами под обстрелом, приготовили им место, ну там он не смог подняться, потом на следующий день сделали, он поднялся. Простреляли, вот этот дзот убрали. Дзот убрали, первый раз, с первого выстрела, правда, он не попал, но потом попал. И сразу откатились назад. Ну, много здесь случаев было. Больше всего вспоминаем о ребят, которые погибли. Знаете, что ребята, даже Наполеон говорил, говорит, в свое время Наполеон говорил, Бонапарт, Наполеон, если была бы у меня армия, говорит, 17-летних ребят, я бы весь мир покорил. Потому что они не знают чувства страха. Они вообще, мы-то взрослые, более взрослее их, а им 17-18 лет, они все рвались в бой. У них родина, Абхазия, свой дом защитить, освободить. И они шли открыто на пулемет. Больше всего их мне жалко, погибших ребят всех. У меня здесь племянник 18. Погиб. Погиб, он попал в плен, был в ногу раненый. Крывавший Ровлик Витальевич. Ровно 25 лет я здесь не был. Так приезжал и на памятник, и все, но сюда не заходили. И вот сегодня зашел, такое чувство, знаете, все они перед глазами, но, к сожалению, их нет. Ну, что могу сказать? Если честно сказать, чего мы желали, мы к этому пришли. Но в будущем я желаю, чтобы молодежь вот это все осознала, жила прекрасно, слушала старших, и строила свою, как говорится, маленькую прекрасную республику. Говоря о кровавых мартовских днях, ветераны с трудом сдерживают слезы. Воспоминания настолько свежи, что они в деталях могут рассказать и показать, где находились их боевые друзья и они сами в те злополучные дни 93-го. Фамилии многих уже стерлись из памяти, но вот позывные и прозвища друзей они помнят до сих пор, несмотря на прошедшие 25 лет. Нисфарш Бельдар Дамиров, Абхазское телевидение.